ефірі програма «Саба» на телеканалі АТР. У студії працює Олександра Сенько. Говоримо про найцікавіші і найактуальніші події в Україні та світі. Власне, спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді здійснили праворадикали однієї з країн Євросоюзу, які брали участь у бойових діях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Про це заявив глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Власне, цю тему обговорюємо з експертом з міжнародних питань Андрієм Бузаровим. Добрий ранок, пане Андрію. От, власне, за словами пана Геннадія Москаля, правоохоронні органи встановили особи, котрі в ніч на 4 лютого намагалися підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття. Злочинці – іноземці. Це двоє молодих хлопців із праворадикальної організації однієї з країн Євросоюзу. Одразу можу сказати, що це не громадяни Угорщини. Пане Андрій, чому виникають подібні ситуації і як ви оцінюєте розслідування, яке було проведено досить оперативно? Мы не имеем никаких результатов этого расследования. Да, поки що встановлені особи і працівники СБУ встановили, ідентифікували їх. Как адвокат я не понимаю вообще заявление. Это, во-первых, страны непонятные, происхождения, кто это конкретно. И я надеюсь, что установят соответствующие наши органы конкретных виновных лиц, фамилии, выходцев с какой стороны, с какой целью, кто их заказывал, кто заказчики, организаторы, подбуривачи, подстрекатели, так называемые, и так далее. То есть все формы соучастия этого преступления должны быть установлены. Только после этого можно будет давать оценку. А заявление Москаля, очень-очень абстрактно, честно вам скажу. Конечно, здесь есть элементы провокации, поскольку многие политические события совпали. Там и визит был соответствующих должностных лиц, и явно все это кто-то готовил. Поэтому элемент провокации тут налицо. Ну, от, власне, пан Москаль, коментуючи цю ситуацію, зазначає, що це люди, які входили у політичний рух такого ексцентричного і досить ексцентричного політика Російської Федерації Едуарда Лімонова. І, власне кажучи, натяк на те, хто це зробив, вже є. З якого боку спровокований конфлікт. Якою реакцією може бути, яку реакцію чекає угорська сторона? Тому що результати слідства є, і підозрювані є. Да, і, власне, українців в цій ситуації немає. Українці налаштовані на діалог. Да. Чому все ж таки розбурхується цей конфликт? Я думаю, что кто-то извне может использовать противоречия, которые есть между Венгрией и Украиной, они есть из-за закона по поводу образования. И кто-то может извне их использовать для своих каких-то пропагандистских целей, показать, что вот такая ситуация и есть какая-то ненависть к венграм как этническому меньшинству в Украине, чего нет. У нас мультикультурное государство, и ненависти к венграм никогда точно не было. Поэтому искусственно создавать подобные конфликты не стоит, и, на мой взгляд, извне. Но проблема существует по поводу закона образования. Ее нужно решать путем переговоров, путем диалога, каких-то уступок взаимных на государственном уровне. На які поступки має йти Україна у цьому питанні? Чи може вона йти на ці питання? Мое мнение как эксперта, как юриста, как политического аналитика, международника, я всегда считал и открыто говорил, что, на мой взгляд, этот закон недостаточно корректно прописан был с точки зрения законодательной техники. И получилась коллизия, получился вакуум, пробел, который нужно каким-то образом выполнить или заполнить. И венгры показали свою принципиальность, то есть они не будут идти на уступки. И нам нужно каким-то образом с ними находить точки соприкосновения. Как, я не знаю, честно вам скажу, поскольку не я разработчик этого законопроекта, тут нужно вопросы задавать тем, кто разрабатывал этот законопроект и не предвидел все последствия вступлення в силу цього закону. От принаймні, щоб роз'яснити цю позицію, є реакція від міністра освіти України Лілії Гриневич та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стосовно блокування Угорщиною діалогу Україна-НАТО через мовний закон. Рухаємося виключно відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. В чому полягають маніпуляції і шантаж з боку Угорщини, яка блокує засідання Україна-НАТО? Вони полягають в тому, що нас змушують призупинити дію закону. Такого немає у рекомендаціях Венеційської комісії. Треба дати доручення Міністерству зовнішніх наших зв'язків, закордонних справ. Заява міністра угорського хамська неприпустима, і ми не можемо оставити її без уваги. Ми повинні йти своїм шляхом,
Але таке відношення до України не може бути. Я нагадаю, що вчора мали відбутися консультації щодо мови освіти. Представники угорської меншини повідомили, що не братимуть участь. Це мав бути ключовий раунд пошуку виходу і рішень. Власне, з цього досить суперечливого питання. Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вимагає від України утриматися від реалізації освітнього закону до узгодження із закарпатськими угорцями. Усіх деталей щодо навчання мовами національних меншин. От, власне кажучи, і блокування питання до членства України в НАТО Угорщиною цих перемовин. І от чи не використовується цей закон, власне, для більш глобальних цілей політичних міжнародних? К сожалению, да. Есть тенденция такая, когда несовместимые вещи, а именно гуманитарные, связанные с политикой. И тут, с точки зрения дипломатии, возможно, венгерская сторона не совсем корректно действует. Но, очевидно, у них нет других средств воздействия на Украину, на руководство страны, подчеркну. И они пытаются таким образом подчеркнуть свою принципиальность. И им это удается. У нас нет инструментов воздействия на Венгрию. Почему? Потому что Венгрия – член Европейского Союза. Нам очень сложно влиять на Венгрию как на государство, и очень сложно влиять на Европейский Союз. При этом Брюссель, официальный Брюссель, очень аккуратен, он дистанцировался фактически от этого конфликта. Он говорит, намекает на то, что есть Венгрия, есть Украина, решайте вопросы по языку сами. И Европейский Союз не хочет фактически выполнять роль посредника в этой ситуации. Венецианская комиссия сделала свое заключение, выдала, но оно очень неоднозначно. Я его читал на английском языке. Я не знаю, какой вариант читала Лилия Гриневич. А який варіант читали ви? Які положення? Официальный. Там говорится не только о венгерском языке, там о русском языке говорится. Лилия Гриневич об этом не говорит. И некоторые другие интересные моменты. Поэтому... Які цікаві моменти? Закцентуйтесь. Про що не говорить Лілія Гриневич? Что в полной мере действительно не учитывается, не предусмотрен механизм обучения национальных меньшинств на своем языке, параллельно с украинским. Там речь не идет о том, чтобы заменить украинский язык. Украинский язык для всех одинаковый, независимо от того, какое нацменьшинство, он должен его изучать в Венгрии, прошу прощения, на Закарпатье, в другом каком-то регионе Украины. Но механизм должен быть создан, при котором нацменьшинство может изучать параллельно и учиться на своем языке в этой же самой школе. Этот закон, я еще раз повторю, из-за недостатков законодательной техники создал вот этот вот конфликт. Я не думаю, что кто-то специально это делал. Скорее всего, кто-то неправильно рассчитал, и вот мы сейчас стали заложниками этой ситуации. То есть я не думаю, что Украина специально создавала подобную правовую ситуацию. Это результат именно небрежности. А чому, от, власне, суперечливі питання виникнули саме з Угорщиною, не з іншою національною меншиною України? Венгерская община, венгерское национальное меньшинство одно из наиболее активных. У них есть представители, у них есть политические депутаты, политические представители в украинском парламенте. И так получилось, что в апреле будут выборы в Венгрии, парламентские выборы в Венгрии. И политики в Венгрии тоже используют эту тему для своего личного пиара. И многие политики венгерские, они показывают таким образом в глаза своего электората, что они защищают венгров за рубежом. Таким образом зарабатывают баллы. Тут прямая аналогия напрашивается с Польшей. Точно так же польские политики подняли сейчас сложные темы в польских вопросах и используют их ради своей личной... Складно не згадати ті паралелі, коли росіяни захищали російськомовне населення на території України. Это страшная паралель. Це страшна паралель, але використовували ті самі інструменти, власне, ту саму риторику. Вы знаете, здесь нужно честно признать, на мой взгляд, признать, что, на мой взгляд, мы недостаточно принципиально. Руководство Украины было и по вопросу Польши, по вопросу Венгрии еще несколько лет назад. То есть мы закрывали глаза, мы сильно занимались вопросом России и не обращали внимания на наши тылы. Я имею в виду Европейский Союз и так далее. А Венгрия и Польша, и можно сюда добавить и Румынию, всегда имели определенные претензии исторические к Украине. Вот они сейчас их, в принципе, реализовывают. Вони використовують зараз ту ситуацію, в якій знаходиться Україна, то вона дійсно слабка зараз. Да. Яким чином вони дійсно можуть, ці країни, використати слабкість України і що отримати за це? Я не думаю, что дело дойдет до каких-то серьезных конфликтов. Мы сейчас говорим, и я только
Гіпотетично. Подразумеваю исключительно политический контекст, никаких других. Я думаю, что это может быть и будет использовано для воздействия на Украину в целях решения своих каких-то вопросов национального значения, национального характера. Если мы говорим о Польше, это исторический момент, если мы говорим о Венгрии, это национальное меньшинство здесь и другие страны. Но пока другие страны не так активны. Румыния, там, Болгария и так далее. Хотя у них тоже есть у нас меньшинство в Украине, довольно влиятельное, довольно серьезное. Поэтому нам нужно быть очень аккуратным. Руководству страны нужно думать. От у Польщі є факти нападу на українських громадян, на, ну, власне кажучи, на етнічному підґрунті. Да. У нас можуть з'явитися подібні ситуації з угорцями? Не думаю, поскольку мы в значительной степени Украина все-таки в плане нацменьшинств очень толерантная, всегда была толерантная. Если кто-то искусственно не начнет разжигать, то подобных действий не будет. Вы правильно привели хороший пример с Россией. Да, у нас были проблемы некоторые с сепаратистским настроением на Донбассе, в других регионах, но без внешнего фактора, без организации стороны России никогда бы не получился бы конфликт на Донбассе. Як будуть вирішуватися ці суперечливі питання між Україною, Угорщиною, Україною, Польщею? Тому що, наскільки я зрозуміла вашу позицію, Україну зараз сусідні держави використовують виключно для свого політичного піару, для отримання політичних балів. Да, но Але питання виникає, як будуть мы им даем эту почву. Мы даем эту почву. И если мы говорим о Польше, то... Яку позицію має займати держава тоді? У нас были созданы соответствующие предпосылки. Мы дали им возможность на нас давить. С Польшей мы чрезмерную героизацию провели Бандеры, не имея консенсуса в украинском обществе по этому вопросу. Это ошибка была. У нас, согласно Конституции, не может быть господствующей идеологии. И вот эта чрезмерная героизация, она не понравилась полякам. Это ошибка была. И они ее использовали. По Венгрии у нас ошибка была в нормативном акте из-за некорректной законодательной работы. Ее нужно было предвидеть. Венгры ее использовали. Поэтому нам нужно быть очень аккуратными в дальнейшем по многим вопросам внутренней и внешней политики. Все. Как решить, как выйти из этой ситуации? Но, судя по всему, с венграми мы никак не найдем консенсуса с ними в ближайшее время, это точно. Поскольку они принципиальны, и наше руководство тоже принципиально. Я не верю в то, что Гриневич или президент Украины будут делать уступки по вопросу законообразования. То есть, скорее всего, он будет полноценно введен в действие, и никаких изменений не будет 100%. Следовательно, ситуация будет тупиковая, такая же, как и с поляками. Потому что у нас они просто не хотят вести с нами диалог, польская сторона, в части выяснения некоторых исторических моментов. Они вот показали свою принципиальность по поводу Бандеры. Теперь теоретически могут привлекать людей к ответственности за героизацию Бандеры в Польше, по поводу геноцида и так далее. И они говорят, вот вы воспринимаете и не воспринимаете нашу позицию, нам все равно. То есть у нас очень сложная ситуация с венграми и с поляками, на самом деле. Чи є, можливо, ви знаєте, як експерт, подібні приклади суперечливі у самому Європейському Союзі, між європейськими країнами? Тому що насправді і у голландців є претензії до сусідніх країн, і у Франції, і у Британії, і до цих великих країн Європейського Союзу одне до одного теж є і суперечливі, і територіальні, і мовні. Тобто, яким чином виходили, ну, який досвід європейський є виходу з подібних ситуацій? Масса примеров, вы отлично сделали, хорошую аналогию, вот именно по Европейскому Союзу. Поскольку суть Европейского Союза как объединения заключается в том, что они научились идти на уступки друг другу, находить консенсус и жить вместе практически 60 лет без проблем. Я еще могу добавить сюда Испанию, Каталонию, сепаратизм и так далее. Много проблем. Там в каждой стране существуют какие-то сложности. Но они научились делать уступки. Если мы, например, берем Швейцарию, это не страна Евросоюза, но тем не менее. Там существует 4 языка, да, официально. Вы привели пример Голландии. В Голландии фламандский язык, а в Бельгии в соседней фламандский и французский. То есть там есть какие-то уступки. Поэтому они научились жить сообща, не политизируя сложные вопросы. Не политизируя, не зарабатывая на этом дивиденды и так далее. Но время от времени даже в Европейском Союзе просыпаются праворадикальные какие-то организации и начинают использовать риторику. В Франции Ле Пен использовала риторику, в Италии там, Лига Севера и так далее. Это даже для Европейского Союза
Тобто в самому неизбежно. Європейському Союзі Есть не... проблема, но она не подрывает сущность Европейского Союза как структуры. Ну, тому що, напевно, Європейський Союз як монолітна структура досить цілісний, чого зараз не можна сказати про ослаблену і війною, і окупацією Криму України. Дякую, що прийшли, дякую за коментарі. Андрій Бузаров, експерт з міжнародних питань, був гостем цієї студії. Передаю інформаційну естафету своїм колегам і інформаційному дню. З вами була Олександра Сенько, програма «Саба». Ранок на телеканалі АТR закінчується. Всього вам найкращого, до завтра.